Инструктаж по гражданской обороне. Действия в чрезвычайных ситуациях. Издательство Вента-2, Нижний Новгород, 2015 год. Общие положения. Чрезвычайная ситуация, ЧС, это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Зона чрезвычайной ситуации. Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. Предупреждение ЧС. Это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС. Ликвидация чрезвычайной ситуации. Это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС, и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны. Основными документами, устанавливающими требования и определяющими основы обеспечения безопасности в области гражданской обороны в Российской Федерации являются Федеральный закон о гражданской обороне, Федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС. Наряду с этими документами следует руководствоваться другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также законами и нормативными актами субъектов Российской Федерации. Система общегосударственных мер по защите населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основными задачами в области гражданской обороны являются подготовка населения в области гражданской обороны, оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки. Система общегосударственных мер по защите населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению. Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время. Срочное захоронение трупов в военное время. Обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для реализации государственной политики по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций образована единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления и организации, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных законодательством. Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном, объектовом уровнях. Руководство гражданской обороной. Государственную политику в области гражданской обороны осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный президентом Российской Федерации на решение задач в области гражданской обороны. Руководство гражданской обороны осуществляет в Российской Федерации правительство Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и организациях их руководители, на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководители органов местного самоуправления. Руководители несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения. Силы гражданской обороны. Спасательные и воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. Подразделения государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования. Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Управление гражданской обороной. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, являются федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, территориальные органы, региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации. Территориальные органы комплектуются военнослужащими спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, лицами начальствующего состава Федеральной противопожарной службы и гражданским персоналом. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации проходят подготовку в области гражданской обороны, принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне, оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в области гражданской обороны. Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Граждане Российской Федерации имеют право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности. Обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах. Участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.
на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций. На получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. На пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья. На пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка. На получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязанности граждан России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Граждане Российской Федерации обязаны соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области. Выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. При необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Гласность и информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в этой области является гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Федеральные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и администрации организаций обязаны оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них. Техногенные чрезвычайные ситуации. Виды техногенных чрезвычайных ситуаций. Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с выбросом аварийно-химических веществ и отравляющих веществ. Аварии и катастрофы с выбросом радиоактивных веществ. Аварии на электро- и энергетических системах. Аварии на промышленных очистных сооружениях и коммунальных системах жизнеобеспечения. Гидродинамические аварии. Природные чрезвычайные ситуации. Виды природных чрезвычайных ситуаций. Землетрясения. Цунами. Оползни, сели, снежные лавины. Наводнения. Ураганы и смерчи. Природные пожары. Инфекционные заболевания людей, животных и растений. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Виды чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. Изменение состояния суши, почвы, недр, ландшафта. Изменение состава и свойств атмосферы, воздушной среды. Изменение состояния гидросферы, водной среды. Изменение состояния биосферы.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ситуации природного и техногенного характера подразделяются на чрезвычайную ситуацию локального характера, не выходящая за пределы территории объекта, при этом количество пострадавших не более 10 человек или размер ущерба не более 100 тысяч рублей. Чрезвычайную ситуацию муниципального характера, не выходит за пределы территории одного поселения или внутри городской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших не более 50 человек, либо размер ущерба составляет не более 5 миллионов рублей. Чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, затрагивает территорию двух и более поселений внутри городских территорий города федерального значения или межселенную территорию. При этом количество пострадавших либо ущерба аналогичен критериям предшествующей ситуации. Чрезвычайную ситуацию регионального характера. Не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, количество пострадавших составляет свыше 50, но не более 500 человек. Либо размер ущерба составляет свыше 5 миллионов, но не более 500 миллионов рублей. Чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, количество пострадавших либо размер ущерба аналогичен региональной. Чрезвычайную ситуацию федерального характера, количество пострадавших свыше 500 человек, либо размер ущерба свыше 500 миллионов рублей. Статистика чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации в 2014 году. По данным МЧС, в 2014 году в Российской Федерации произошло 262 чрезвычайных ситуации, в том числе 186 техногенного характера, 44 природного характера, 31 биолого-социального характера и 1 крупный террористический акт. В результате этих чрезвычайных ситуаций погибли 567 человек, пострадали 129 869 человек. Сотрудники МЧС спасли в 2014 году более 260 тысяч человек. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций включает оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях, эвакуационные мероприятия, меры по инженерной защите населения, меры радиационной и химической защиты, медицинские мероприятия, подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз. Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация. Организация оповещения населения. Оповестить население означает своевременно предупредить его о надвигающейся опасности, создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Процесс оповещения включает доведение в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также населения на соответствующей территории, заранее установленных сигналов, распоряжений и информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня. Сигналы оповещения. Для оповещения населения, личного состава формирований и объектов народного хозяйства об угрозе применения или применении противником оружия массового поражения, угрозе природного характера, установлены единые для всей страны сигналы гражданской обороны. Для предупреждения об угрозе нападения противника, применения им оружия массового поражения и о возникновении чрезвычайной ситуации мирного времени подается сигнал «Внимание всем!». Непрерывное звучание сирен в течение 3 минут с многократным повторением,
с использованием всех имеющихся средств связи, звукоусилительных станций и сигнальных средств. Дублируется прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте. При получении данного сигнала необходимо включить радио, теле и другие средства массовой информации и прослушать речевое сообщение. При возникновении непосредственной угрозы нападения, если оружие массового поражения может быть применено в ближайшее время, подается сигнал «Внимание всем!». Речевое сообщение в звучащих СМИ дублируется прерывистыми, многократно повторяющимися гудками предприятий, транспорта, звучанием сирен в течение 3 минут. Для оповещения населения и личного состава формирований о несостоявшемся или прошедшем воздушном ударе подается сигнал «Отбой воздушной тревоги». Речевое сообщение посредством массовой информации и с помощью подвижных громкоговорящих установок. При этом сигнале необходимо покинуть защитные сооружения и другие укрытия, приступить к выполнению прежней деятельности или проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. В случае, если в направлении данного района движется радиоактивное облако, подается сигнал «Угроза радиоактивного заражения». Речевое сообщение в звучащих СМИ. Направление движения радиоактивного облака, ориентировочное время выпадения радиоактивных осадков, время, которым будет располагать население для принятия мер защиты, и необходимые распоряжения и указания сообщаются в тексте объявления. В случае выпадения радиоактивных осадков население предупреждается сигналом «Радиоактивное заражение». Речевое сообщение в звучащих СМИ. Дублируется частыми ударами по звучащим предметам – колокол, подвешенные куски рельсов и другое. Все граждане должны надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания, взять подготовленный запас продуктов питания и воды и укрыться в убежищах. В случае применения противником химического оружия подается сигнал «Химическое нападение». Сигнал передается по радиотрансляционным сетям и дублируется повсеместно частыми ударами по звучащим предметам. По этому сигналу необходимо немедленно надеть противогаз, защитную одежду и следовать в убежище и оставаться в нем до получения специального разрешения на выход. Для предупреждения населения о применении противником бактериальных средств подается сигнал «Бактериальное заражение». Речевое сообщение в звучащих СМИ. По этому сигналу для защиты организма используются те же средства индивидуальной защиты, что и от радиоактивных веществ. Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний следует соблюдать режим работы и поведения, установленный штабом гражданской обороны и медицинскими органами. Для предупреждения населения района, который может оказаться в зоне катастрофического затопления при внезапном нападении противника и возможном разрушении гидротехнических сооружений, подается сигнал «Угроза затопления». Речевое сообщение в звучащих СМИ. По этому сигналу все граждане должны быстро собрать необходимые вещи, запас продуктов и воды, взять индивидуальные средства защиты, личные документы и немедленно покинуть зону вероятного затопления, направляясь на предусмотренные планом незатапливаемые места. Эвакуационные мероприятия при этом проводятся с учетом того, что гидротехнические сооружения могут быть разрушены при внезапном нападении, и характер разрушения может быть таким, что волна через несколько часов достигнет пунктов, отстоящих на значительном расстоянии от места разрушения. Сигналы оповещения. Сигналы подаются путем многократного повторения текстов по радио, телевидению, иным средствам связи. Действия населения по сигналам гражданской обороны. При подаче сигнала «Внимание всем» включить телевизор, радио, приемник для получения информации о ситуации и рекомендациях для населения. При подаче сигналов «Воздушная тревога», «Радиоактивное заражение», «Химическое нападение», «Бактериальное заражение» следует укрыться в ближайших защитных сооружениях. Все граждане, находящиеся вне убежищ, должны немедленно надеть противогазы, защитную одежду и постараться как можно скорее выйти из зараженного района, руководствуясь указаниями постов гражданской обороны. Уходя из дома, надлежит выключить газ, свет, нагревательные приборы, взять индивидуальные средства защиты, личные документы, запас продуктов и питьевой воды.
Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Для защиты населения в чрезвычайных ситуациях применяются защитные сооружения, убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. Средства индивидуальной защиты, органов дыхания, кожных покровов, медицинские средства. Рассредоточение и эвакуация. Формирование гражданской обороны, производственного персонала, неработающего населения. Эвакуационные мероприятия. Одним из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций является эвакуация. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы. Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий. В безопасных районах эвакуированное население находится до особого распоряжения в зависимости от обстановки. Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы и органы управления гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями. Укрытие населения в защитных сооружениях. В ряде случаев полная эвакуация населения из больших городов может быть затруднена или невозможна. В целях защиты населения в этих случаях используются другие способы и средства, в том числе укрытие населения в защитных сооружениях, которое обеспечивает эффективное снижение степени поражения от возможных воздействий чрезвычайных ситуаций любого характера. Защитные сооружения могут подразделяться по типам: убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, по классам защиты, по вместимости, по срокам строительства, заблаговременно и быстро возводимые, по месту расположения, встроенные и отдельно стоящие. Использование средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты необходимы для защиты органов дыхания при пребывании людей в атмосфере зараженного воздуха отравляющими, радиоактивными, аварийно-химическими опасными веществами, биологическими средствами, а также для защиты открытых участков кожи и одежды от попадания на них капель и аэрозолей указанных веществ. По предназначению средства индивидуальной защиты подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания, противогазы, респираторы, простейшие средства защиты, противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые повязки и средства защиты кожи. Специальная защитная одежда, изготавливаемая из прорезиненных и других тканей изолирующего типа. Бытовая одежда из полиэтиленовых и других влага- и пыленепроницаемых материалов. По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты подразделяются на средства индивидуальной защиты фильтрующего типа и средства индивидуальной защиты изолирующего типа. Средства индивидуальной защиты фильтрующего типа обеспечивают защиту органов дыхания и кожи за счет поглощения вредных примесей, содержащихся в атмосфере окружающего воздуха, специальными химическими поглотителями, осаждения крупных аэрозолей и твердых вредных примесей в атмосфере на мелкопористых тканевых материалах. Средства индивидуальной защиты изолирующего типа обеспечивают защиту органов дыхания за счет подачи в организм человека чистого воздуха, получаемого с помощью автономных систем без использования для этих целей наружного воздуха. Защита кожи обеспечивается в данном случае полной ее изоляцией от окружающей среды. Медицинские мероприятия по защите населения. Медицинские мероприятия по защите населения – это комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах чрезвычайных ситуаций и местах размещения эвакуированного населения. Химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов, источников и самих чрезвычайных ситуаций, и используемые либо самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи,
включены в состав медицинских средств индивидуальной защиты. К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты относятся аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, ИПП-10 и ИПП-11, пакет перевязочный медицинский ППМ, профилактический антидот П10М. Содержимое аптечки АИ-2. Входящие в состав аптечки средства размещаются в пластмассовом футляре. На внутренней стороне крышки футляра на цветном вкладыше приводится перечень и указывается назначение каждого препарата. Все лекарственные средства аптечки готовы к применению. Для каждого препарата в футляре аптечки имеется определенное место. В гнезде 1 шприц-тюбик с 2% раствором промедола. Это противоболевое средство, которое вводится внутримышечно при сильных болях. Промедол – наркотик. В аптечку не вкладывается, а хранится отдельно. В гнезде 2 помещен Торен – антидот против фосфороорганических отравляющих веществ. В пенале красного цвета хранится 6 таблеток по 0,3 грамма. Принимают по одной таблетке под язык. Повторный прием через 6 часов. В гнезде 3 находится препарат сульфадимитоксин – противобактериальное средство. Неокрашенный пенал содержит 15 таблеток по 0,2 грамма. Препарат при желудочно-кишечных расстройствах, возникающих после облучения, по 7 таблеток в первые сутки, во вторые и третьи сутки принимают по 4 таблетки на прием. В гнезде 4 находится препарат РС-1 – цистамин, радиопротектор быстрого действия. Хранится в 2 пеналах розового цвета 12 таблеток по 0,2 грамма. Принимают 6 таблеток за 60 минут до ожидаемого облучения. Радиозащитный эффект наступает через 40-60 минут и сохраняется в течение 4-6 часов. Повторный прием возможен через 6 часов в той же дозе. В гнезде 5 помещен тетрациклин – противобактериальное средство. Хранится в 2 бесцветных пеналах по 5 таблеток. Принимают в дозе 500 тысяч единиц, 5 таблеток на прием при опасности заражения возбудителями инфекционных заболеваний, а также при ранениях и ожогах. Повторный прием через 6-8 часов. В гнезде 6 находится препарат РС-2, йодистый калий. Применяется для защиты щитовидной железы от радиоактивного йода. В пенале белого цвета 10 таблеток йодистого калия по 0,25 грамма. Применяется за 30-40 минут до предполагаемого облучения или при нахождении на загрязненной радионуклидами территории. При опасности попадания радиоактивного йода в организм в дозе по одной таблетке ежедневно до исчезновения угрозы поступления в организм радиоактивных изотопов йода. В гнезде 7 находится препарат этоперазин – противорвотное средство. В пенале синего цвета содержится 5 таблеток препарата по 0,06 грамма. Принимают по одной таблетке при угрозе облучения или сразу после него, при появлении тошноты, в том числе в результате контузии или травмы. Действие продолжается 4-5 часов после приема. Индивидуальный противохимический пакет. ИПП предназначен для проведения частичной санитарной обработки при заражении отравляющими веществами и аварийно-химическими веществами с целью предотвращения их проникновения в организм через кожные покровы. ИПП-8 состоит из стеклянного флакона с навинчивающейся пробкой, заполненного полидегазирующей смесью, и 4 ватно-марлевых тампонов, вложенных в полиэтиленовый пакет. При попадании веществ на кожу необходимо немедленно вскрыть пакет, обильно смочить жидкостью из флакона и протереть им открытые участки тела и шлем-маску противогаза. Затем протереть воротник, обшлага, манжеты рукавов. Необходимо также обработать те участки одежды, где видны капли отравляющих веществ. ИПП-10 – алюминиевый баллон с насадкой, заполненный полидегазирующей профилактической защитной рецептурой. Обработка кожных покровов производится за 30-40 минут до входа в очаг химического заражения или до химического нападения. Жидкость дает защитный эффект на 12-24 часа. При попадании отравляющих веществ или аварийно-химических веществ на кожу производится повторная обработка ее открытых участков. Пакет перевязочный медицинский.
ППМ применяется для наложения антисептической повязки раненым и обожженным. Наложенная повязка обеспечивает полноценную защиту раны или ожоговой поверхности от вторичного заражения микроорганизмами и остановку кровотечения. ППМ состоит из бинта и двух стерильных ватно-марлевых подушечек. Одна из подушечек закреплена на конце бинта, другая подвижная. Благодаря этому при сквозных ранениях имеется возможность закрыть с помощью одного пакета входное и выходное раневые отверстия. Цветными нитками помечены поверхности подушечек, за которые можно браться руками при наложении повязки. Профилактический антидот. Антидот P10M используется в качестве профилактического средства при угрозе отравления фосфороорганическими веществами. Применяется внутрь по 2 таблетки на прием, однократно. Защитный эффект наступает через 30 минут. Продолжительность действия 24 часа. Повторное применение препарата не ранее, чем через 48 часов. Действие населения в чрезвычайных ситуациях. Химическая авария. Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом аварийных химически опасных веществ в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, а также функционирования биосферы. Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последствий. А при определенных обстоятельствах в летальном исходе при попадании аварийных химически опасных веществ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. Предупредительные мероприятия. Уточните, находится ли вблизи места вашего проживания или работы химически опасный объект. Ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и потенциальной опасностью аварийных химически опасных веществ, имеющихся на данном объекте. Запомните характерные особенности сигнала оповещения населения об аварии «Внимание всем!», порядок действий при его получении, правила герметизации помещения, защиты, продовольствия и воды. Изготовьте и храните в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи. При возможности приобретите противогазы с коробками, защищающими от соответствующих видов аварийных химически опасных веществ. Действия при химической аварии. При сигнале «Внимание всем!» включить радиоприемник и телевизор для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. Закрыть окна, отключить электробытовые приборы и газ. Надеть резиновые сапоги, плащ, взять документы, необходимые теплые вещи, 3-суточный запас продуктов. Для защиты органов дыхания использовать противогаз, а при его отсутствии ватно-марлевую повязку или подручные средства. Оповестить соседей. Выходить из зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра на расстоянии не менее 1,5 километров от предыдущего места пребывания. При невозможности покинуть зону заражения плотно закрыть двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Заклеить щели бумагой или скотчем. Нельзя укрываться на первых этажах зданий и в подвалах. Действия после химической аварии. При попадании под непосредственное воздействие аварийных химических веществ при первой возможности необходимо принять душ, зараженную одежду постирать или выбросить. При подозрении на поражение аварийно-химическими веществами исключить любые физические нагрузки. Принять обильное питье, молоко или чай. Немедленно обратиться к врачу. Вход в здание разрешается только после контрольной проверки содержания в них аварийно-химических веществ. В помещении необходимо провести тщательную влажную уборку. Нельзя употреблять водопроводную или колодезную воду, фрукты и овощи из огорода, мясо скота и птицы, забитых после аварии, до официального заключения об их безопасности. Радиационная авария. Радиационная авария – это авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ или ионизирующих излучений в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами. Основные поражающие факторы радиационной аварии.
Радиационное воздействие на человека. Оно заключается в нарушении жизненных функций различных органов, органов кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих излучений. Радиоактивное загрязнение. Вызывается воздействием альфа, бета и гамма ионизирующих излучений и обуславливается выделением при аварии непрореагировавших элементов и продуктов деления ядерной реакции, образованием различных радиоактивных материалов и предметов в результате их облучения. Радиационная авария. Предупредительные мероприятия. Уточните наличие вблизи вашего местоположения радиационно опасных объектов и получите по возможности наиболее подробную и достоверную информацию о них. Выясните способы и средства оповещения населения при аварии на интересующем вас радиационно опасном объекте и убедитесь в исправности соответствующего оборудования. Запомните характерные особенности сигнала оповещения населения об аварии «Внимание всем», порядок действий при его получении, правила герметизации помещения, защиты продовольствия и воды. Создайте запасы необходимых средств, предназначенных для использования в случае аварии, герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, воды и тому подобного. Изготовьте и храните в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи. При возможности приобретите противогазы. Действия при оповещении о радиационной аварии. На улице. Немедленно защитить органы дыхания платком, шарфом и укрыться в помещении. В укрытии. Закрыть окна и двери, снять верхнюю одежду и обувь, поместить их в пластиковый пакет, принять душ. Включить радиоприемник и телевизор для получения информации об аварии и рекомендуемых действиях. Загерметизировать вентиляционные отверстия, щели на окнах, дверях, не подходить к ним без необходимости. Сделать запас воды в герметичных емкостях. Открытые продукты завернуть в полиэтиленовую пленку и поместить в холодильник или шкаф. Для защиты органов дыхания использовать респиратор или ватно-марлевую повязку. При получении указаний через средства массовой информации провести йодную профилактику. При отсутствии возможности покинуть радиоактивно загрязненную местность для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных веществ необходимо принимать следующие меры предосторожности. Выходить из помещения только в случае необходимости и на короткое время, используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки. На открытой местности не раздеваться, не садиться на землю и не курить. Исключить купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод и грибов. Территорию возле дома периодически увлажнять, а в помещении ежедневно проводить тщательную влажную уборку с применением моющих средств. Перед входом в помещение мыть обувь, вытряхивать и чистить влажной щеткой верхнюю одежду. Тщательно мыть перед едой руки и полоскать рот раствором пищевой соды 0,5%. Воду употреблять только из проверенных источников, а продукты питания приобретенные в магазинах. Действия при эвакуации в случае радиационной аварии. Приготовить средства индивидуальной защиты, в том числе подручные, накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки. Сложить в сумку одежду и обувь по сезону, однодневный запас продуктов, документы, деньги и другие необходимые вещи. Обернуть сумку полиэтиленовой пленкой. Покидая при эвакуации квартиру, отключить все электро- и газовые приборы, вынести в мусоросборник скоропортящиеся продукты. На дверь приклеить объявление «В квартире никого нет». По прибытии на эвакуационный пункт зарегистрироваться у представителя эвакокомиссии. Прибыв в безопасный район, принять душ, сменить одежду и обувь на незараженные. Гидродинамическая авария. Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выходом из строя или разрушением гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушение и затопление обширных территорий. К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения. Последствиями гидродинамических аварий являются повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций.
Поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения. Катастрофическое затопление обширных территорий. Предупредительные мероприятия. Если вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, следует уточнить, попадает ли эта территория в зону воздействия волны прорыва и возможного катастрофического затопления. Узнать, расположены ли вблизи возвышенные участки местности и каковы кратчайшие пути движения к ним. Изучить правила поведения при воздействии волны прорыва и затопления местности, порядок общей и частной эвакуации. Уточнить место сбора эвакуируемых. Составить перечень документов и имущества, вывозимых при эвакуации. Запомнить места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных материалов для их изготовления. Действия при угрозе гидродинамической аварии. При получении информации об угрозе затопления и эвакуации безотлагательно в установленном порядке выйти из опасной зоны в назначенные безопасные районы или на возвышенные участки местности. Взять с собой документы, ценности, предметы первой необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток. Часть имущества, которое требуется сохранить от затопления, но нельзя взять с собой, перенести на чердак, верхние этажи здания, деревья и так далее. Перед уходом из дома выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия. Действия в условиях наводнения при гидродинамической аварии. При внезапном затоплении необходимо для спасения от удара волны прорыва занять ближайшее возвышенное место, забраться на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания. В случае нахождения в воде при приближении волны прорыва нырнуть в глубину у основания волны. Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбраться на сухое место. Лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до незатопленной территории. При подтоплении дома необходимо отключить электроснабжение, подать сигнал о нахождении в доме людей путем вывешивания из окна днем флага из яркой ткани, а ночью фонаря. Для получения информации использовать радиоприемник с автономным питанием. Наиболее ценное имущество переместить на верхние этажи и чердаки. Организовать учет продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия воды и экономное расходование. Действия при эвакуации из зоны гидродинамической аварии. Готовясь к возможной эвакуации по воде, следует взять документы, предметы первой необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, подручные спасательные средства, надувные матрасы и подушки. Самостоятельная эвакуация возможна в следующих случаях. При видимости незатопленной территории. При угрозе ухудшения обстановки. При необходимости получения медицинской помощи. При израсходовании продуктов питания и при отсутствии перспектив в получении помощи со стороны. В остальных случаях не следует пытаться эвакуироваться самостоятельно. Действия после гидродинамической аварии. Перед тем, как войти в здание, убедиться в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен. Проветрить здание для удаления накопившихся газов. Проверить исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения специалистов об исправности и пригодности к работе. Просушить помещение, открыв все двери и окна. Убрать грязь с пола и стен, откачать воду из подвалов. Нельзя использовать источники открытого огня до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой. Пожары и взрывы. Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Основными причинами пожара являются неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности. Основными опасными факторами пожара являются
тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие продуктов сгорания, снижение видимости при задымлении. Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна, осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, технологического оборудования, взрывных устройств. Действия при пожарах и взрывах. При обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запах гари, повышение температуры необходимо сообщить в пожарную часть по телефону 101 со стационарного, так и с мобильного телефона, независимо от оператора сотовой связи, или 112 только с мобильного телефона. Вызвать к месту пожара руководителя подразделения. Принять меры к тушению пожара, эвакуации людей и материальных ценностей. Нельзя подходить близко к взрывоопасным предметам, трогать их. Следует воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол. При угрозе взрыва лечь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов и лестниц. Действия при пожарах и взрывах. При эвакуации закрыть окна и двери, чтобы поток свежего воздуха не способствовал быстрому распространению огня. Взять документы, деньги и покинуть помещение через дверь или через окна нижних этажей. Спуститься по лестнице или пожарной лестнице на нижний этаж. При отсутствии такой возможности перейти через смежный балкон к соседям. Горящие помещения и задымленные места проходить быстро, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись. Если невозможно покинуть горящее помещение, необходимо сообщить спасателям о своем местонахождении, уплотнить дверь тряпками, лечь на пол. Нельзя спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Прыгать из окон этажей выше второго. Действия при лесных пожарах. При нахождении вблизи очага пожара в лесу и отсутствии возможности своими силами справиться с его локализацией и тушением следует предупредить находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организовать выход людей на дорогу, просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходить из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, следует укрыться в водоеме или накрыться мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну, дышать воздухом возле земли. Там он менее задымлен. Рот и нос при этом прикрыть ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны пожара сообщить о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению. Землетрясение. Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности над гипоцентром землетрясения по кратчайшему расстоянию называют эпицентром. Интенсивность землетрясения оценивается по 12-бальной сейсмической шкале. Условно землетрясения подразделяются на слабые 1-4 балла, сильные 5-7 баллов, разрушительные 8 и более баллов. Действия во время землетрясения. От первых толчков до опасных для зданий колебаний обычно проходит 15-20 секунд. Поэтому, ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, следует перед тем, как выйти из здания, убедиться в отсутствии значительных повреждений перекрытий стен. Быстро выйти из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускаться по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице, перейти на открытое пространство. Если вы вынужденно остались в помещении, следует встать в безопасном месте у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Держаться дальше от окон, тяжелой мебели, нависающих балконов, карнизов, парапетов, оборванных проводов. Если рядом дети, накрыть их собой.
Нельзя пользоваться свечами, спичками и зажигалками. Действия после землетрясения. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, освободить попавших в легко устранимые завалы, обеспечить безопасность детей, больных, стариков, включить радиотрансляцию, подчиняться указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 часа после землетрясения. Нельзя подходить к явно поврежденным зданиям, входить в них. Пользоваться открытым огнем. Находясь в завале, по возможности оказать себе медицинскую помощь. Постараться установить связь с людьми, находящимися вне завала, голосом или стуком. Наводнение. Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и тому подобном. Основной причиной разрушений являются воздействие на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и тому подобного. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды и большой высоте подъема воды вызывают гибель людей и животных. Действия во время наводнения. По сигналу оповещения об угрозе наводнения или об эвакуации следует выключить электричество и газ, погасить огонь, подготовить документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания, закрепить или разместить в подсобных помещениях плавучие предметы. Если позволяет время, ценные вещи переместить на верхние этажи или на чердак дома, закрыть окна и двери снаружи досками. В установленном порядке покинуть опасную зону возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности. В конечном пункте эвакуации зарегистрироваться. Оказание первой помощи. Первая помощь – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки пострадавшего в больницу. Первая помощь предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов. Отравление аварийными химически опасными веществами. Отравление людей аварийными химически опасными веществами при авариях и катастрофах происходит при попадании веществ в организм через органы дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. Характер и тяжесть поражений определяются следующими основными факторами: видом и характером токсического действия, степенью токсичности, концентрацией химических веществ на пострадавшем объекте, сроками воздействия на человека. Клинические проявления поражений в начальный период: явление раздражения, кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в глазах, боль в груди, головная боль. Нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы: головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние эйфории, нарушение координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия и тому подобное. Оказание первой помощи при отравлении аварийными химически опасными веществами. Надеть на пострадавшего противогаз. При отсутствии противогаза использовать подручные средства, смоченные раствором пищевой соды. Провести частичную санитарную обработку открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела. Вывести пострадавшего из зоны заражения. Ввести антидот, противоядие. При необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При наличии химического ожога оказать первую помощь. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Химический ожог. Химические ожоги являются результатом воздействия на ткани, кожные покровы и слизистые оболочки веществ, обладающих выраженным прижигающим свойством.
крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор. Большинство химических ожогов кожных покровов являются производственными, а химические ожоги слизистой оболочки полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми. Первая помощь при химическом ожоге. Немедленно снять одежду, пропитанную химическим веществом. Обильно промыть пораженный участок под струей холодной воды или молоком, мочой, мыльной водой. Дать таблетку анальгина, холодную воду, часто и небольшими порциями. Вызвать скорую помощь. Нельзя использовать сильнодействующие и концентрированные растворы кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже пострадавшего. Радиационное поражение. Радиационное поражение имеет место при авариях на ядерных установках с нарушением целостности технологических коммуникаций и поступлением в окружающую среду гамма- и бета-радиоактивных веществ в жидком, аэрозольном или газообразном состоянии. В зависимости от конкретных условий, характер аварии, тип установки, объем пространства, человек может подвергаться воздействию радиоактивных благородных газов, проникающего излучения от радиоактивно загрязненных объектов внешней среды, радиоактивных веществ, осевших на коже, слизистых оболочках глаз и дыхательных путей, радиоактивных веществ, поступающих в организм при вдыхании, заносе с загрязненных кожных покровов или употреблении пищи и питьевой воды, содержащих нуклиды. Неотложные действия при радиационном поражении. Укрыться от воздействия ионизирующего излучения. Принять радиопротектор и стабильный йод при аварии на АЭС. Обратиться в медицинское учреждение. Провести дезактивацию одежды и обуви горячей водой с мылом и щеткой. Лучевой ожог. Лучевые ожоги возникают при воздействии ионизирующего излучения, дают своеобразную клиническую картину и нуждаются в специальных методах лечения. При облучении живых нарушаются межклеточные связи и образуются токсические вещества, что служит началом сложной цепной реакции, распространяющейся на все тканевые и внутриклеточные обменные процессы. Нарушение обменных процессов, воздействие токсических продуктов и самих лучей прежде всего сказываются на функции нервной системы. Первая помощь при лучевом ожоге. Удалить радиоактивные вещества с поверхности кожи путем смыва струей воды или специальными растворителями. Дать радиозащитные средства, радиопротектор, цистамин. На пораженную поверхность наложить асептическую повязку. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Проведение наружного непрямого массажа сердца. Уложить пострадавшего на спину, запрокинув голову пострадавшего назад. Верхний край ладони правой руки положить на нижнюю треть груди. Поверх правой положить левую руку и надавливать на грудную клетку пострадавшего. Частота нажатия 50-80 раз в минуту. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Не допускается располагать ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен на спасателя. Проведение искусственного дыхания. Встать на колени над головой пострадавшего. Раскрыть его рот, очистить ротовую полость. Зажать нос. Захватить подбородок. Запрокинуть голову пострадавшего. Сделать максимальный выдох ему в рот через марлю, салфетку или маску рот в рот. В процессе проведения искусственного дыхания необходимо следить за тем, чтобы вдуваемый воздух попал в легкие, а не в живот пострадавшего, и не выходил через нос или рот.